Василий Лихачев, председатель Государственного совета Республики Татарстан, заместитель председателя Совета Федерации. Лихачев родился 5 января 1952 года в Горьком. После школы работал матросом в клубе ДОСААФ. Затем закончил юрфак Казанского университета, аспирантуру, преподавал в КГУ, высших учебных заведениях Гвинеи-Бисау, Мадагаскара и других, доктор юридических наук, профессор. Лихачев был зав.отделом татарского обкома КПСС. В 90-м году стал председателем Комитета конституционного надзора РТ. В 91-95 годах вице-президент Татарстана. Лихачев – депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы, представитель России в Конгрессе местных и региональных органов власти Европы. Владеет английским, французским и португальским языками. Мастер спорта. Занимался плаванием, туризмом, легкой атлетикой. Женат. Жена Наиля Иматовна, юрист. Дочери студентка Ильнара и школьница Рената. Василий Николаевич, вы в детстве были лидером? Старался быть лидером, и кое-что удавалось. Вы больше всего любите принимать гостей или бывать в гостях? Принимать. Это уже национальная и семейная традиция. Что для вас тяжелее, не поесть или не выспаться? Не выспаться. Какой ваш любимый алкогольный напиток? Мартини Руж, красный мартини со льдом. А закуска? Закуска самая разнообразная. Под мартини это фрукты, скажем, под водку. Это очень редко приходится употреблять, но приходится. Это рыба и холодный картофель. А вы что-то умеете сами приготовить? Очень многое. Например? Я в всех африканских своих командировках жил один, без семьи. Фирменное блюдо ваше? Фирменные блюда, конечно, это наши самые многострадальные, всеми любимая картошка. И жареная, и вареная. И в 1987 году на Новый год я приехал на Мадагаскар, в Антанариву. У меня проснулась страшная боль, что животное желание блинчики иметь новогоднюю ночь. И я начал звонить женщинам колонии, которые мне по телефону дали рецепт. И первый блин оказался не комом, второй, третий, да. Но первый блин я с удовольствием съел. А что вы коллекционируете? У нас хорошая коллекция марок, хорошая коллекция из альбомов. И в последнее время, благодаря детям, я стал уже увлекаться и разного рода музыкальными дисками. Сколько сейчас коллекции дисков? В коллекции около 100. А хобби какое-то есть? Вот, помимо коллекционирования какое-то еще? У меня сегодня только одно хобби, одно желание – быть в нормальной форме, а для этого нужно выспаться и хотя бы немножко побыть на природе. А как вы проводите свободное время? Это прежде всего чтение. Я не скрываю, очень люблю детективную литературу, историческую, записки дипломатов. У меня очень большая коллекция литературы, связанной с дипломатической деятельностью. И на французском, на английском, на русском языке. А время прежде всего семьей. Какую музыку вы слушаете? Я очень люблю классическую музыку, особенно Чайковского. При любом настроении включишь пластинку с временами года, и это настроение можно изменить в лучшую сторону. Ваше любимое время года? Весна и осень. А что из джентльменского набора вы предпочитаете? Рыбалку, охоту или баню? Или все вместе? Что? Я за свою короткую жизнь ни разу в жизни не был на охоте. Я был трижды на рыбалке. Последний раз, когда мне было 5 лет, в деревне у бабушки. А что касается бани, то да, она присутствует каждую неделю. Василий Николаевич, вы когда-нибудь в жизни совершали безумный поступок? Нет, нет. Я стараюсь все максимально обдумать заранее. Это свойство козерогов. И с этой точки зрения не случайно, что я очень хорошо не только понимаю, но и чувствую президента Татарстана Шаймиева. Мы козероги. У вас была мечта в детстве, которая сбылась? Была мечта стать спортсменом высокого уровня, я им стал. В 7 классе я написал сочинение, что хочу выучить испанский язык, поехать на Кубу и стать офицером. В Суворовское училище меня не приняли со ссылкой на то, что я неправильно произношу букву «С». Но тем не менее, сегодня я стал все равно подполковником. Да. Что касается испанского языка, то я с ним столкнулся в своей командировке в Африку и немножко понимаю, по крайней мере, читаю по-испански. Почему вы выбрали именно профессию юриста? Это связано с тем, что
очень тяжелая жизнь была и после войны в 50-е годы, и в 60-е. И в нашей семье не только было стремление людям помочь, и нам помогали, и мы помогали, чем могли, но идея справедливости, она как бы пронизывала и жизнь папы, которого нет сегодня в живых, и бабушку, которая для меня решающую роль сыграла в духовном воспитании. Она лет 5 назад скончалась. И вот эта идея справедливости применял на юридический факультет Казанского университета. Вот сейчас вы не покидаете Казанского университета, вы более того продолжаете преподавать, да еще и председатель Государственной экзаменационной комиссии. Да, теперь она называется аттестационная комиссия. Зачем вам это, вот, казалось бы, при вашей-то занятости? Я скажу. Я соскучился по глубокому студенческому общению. Мне очень хочется посмотреть, о чем сегодня современная молодежь думает. И мне хочется посмотреть, кто будет делать завтрашний день России и Татарстана. И я откровенно скажу, что вот первые 3 заседания этой аттестационной комиссии показали, что очень толковые люди сегодня на юридическом факультете. Василий Николаевич, вы азартный человек в жизни вообще? Если меня завести, то я могу 50% очень активно пройти. А после включается элемент размышления. А что будет на финише? Может где-то что-то приостановить, может быть чуть-чуть отойти назад, а может наоборот усилить скорость. Поэтому у каждого козерога должен быть очень большой запас такой энергетики. Она в нашем мире есть. Вы часто повышаете голос? В последнее время стал чаще повышать. И прежде всего на самого себя. Потому что не все получается, не всегда получаешь и понимание, и, к сожалению, вот так получается, что в этих сферах, где я сегодня работаю, почему-то не принято людям достаточно часто говорить слово «спасибо». Я в своем аппарате здесь, в Государственном Совете и в Совете Федерации это исповедую. Может быть, поэтому люди так откровенно и честно повернуты в мою сторону, и я очень дорожу этим отношением. Вообще ходит легенда, что с вашим приходом в Госсовет жизнь здесь изменилась, по крайней мере, вот какие-то мероприятия, праздники, например. То есть жизнь очеловечилась. Из официальной она стала более такой душевной, и именно вы внесли вот эту свежую струю. Вы сделали это намеренно или вот это получилось так само собой? Нет, это сделал намеренно, и казенному слову мероприятие, которое вы сказали, я бы сказал, душевное мероприятие. Потому что первая елка для детей-инвалидов, для детей, обладающих какими-то способностями жителей Татарстана, была здесь в Государственном Совете. Мы стали открывать выставки, здесь зазвучала хорошая музыка, прекрасные голоса. Эта политика, она вытекает из менталитета населения, которое здесь проживает. Вы можете удивиться в ответ на это мое высказывание, но действительно люди, которые живут в Татарстане, это люди, которые привыкли и должны созидать. Когда я вошел в Государственный Совет и увидел огромные катки фикусов, мне стало не по себе. Ведь речь идет об одном из высших органов государственной власти. Здесь у нас и Европа, здесь Азия, здесь делегации из Америки. Здесь просто любой человек, который приезжает из региона или района Татарстана, он приезжает в столицу. Поэтому такие высокие требования мы предъявляем и к себе, и к нашему внешнему окружению. А что вам больше всего портит в жизни настроение? Во-первых, непонимание. Во-вторых, сегодня нехватка материальных ресурсов. И есть еще один очень важный момент. Сегодня, когда мы делаем большой такой акцент на решение оперативных вопросов, мы не должны потерять стратегию. Поэтому сегодня и в своих публикациях, в своей последней книге, которая вышла, я уже начинаю говорить о том, какими мы будем или какими мы должны быть в 21 веке. В рейтинге политиков, который публикует независимая газета, время от времени появляется и ваше имя. Я постоянно то попадаю в эту сотку, то из нее выпадаю. Там есть один очень важный момент, на который не специалисты обращают внимание. В этой сотке я единственный руководитель законодательного органа российского региона. Кроме меня там нет руководителей законодательных собраний, государственных советов и собраний. Там явное отражение той роли, которая у нас сегодня сложилась в разделении власти и в России, и в Татарстане. Полный акцент сделан на представителей исполнительной ветви власти. Конечно, этой ветви приходится очень много делать, о многом думать, принимать нестандартные, очень трудные решения, но всегда надо помнить, что баланс государственной жизни может получиться при
тесной координации, согласованности всех ветвей власти. Исполнительной, законодательной и судебной. Василий Николаевич, вы часто обижаетесь вообще на журналистов? Но журналистов нет. У меня вообще в характере какое-то всепрощение. Если человек делает даже мне плохо, сознательно, несознательно, я его прощаю и в конце концов создам такую атмосферу, что человек придет и скажет: давай пожмем друг другу руки. Да. Я обязательно ему впоследствии задам вопрос: зачем это было тебе нужно? Я знаю, что в прессе в татарстанской были организованы статьи против меня. Я знаю этих людей. Эти люди занимают сегодня очень высокие посты, очень высокие посты. Что они хотели этим добиться? Я могу на любом суде человеческом сказать, что я для Татарстана делал только добро. И то, что сегодня Татарстан имеет такой международный имидж, что Татарстан имеет возможность получить инвестиции, что Татарстан сегодня получает возможность, люди, которые здесь живут, прежде всего творческая интеллигенция, ученые, инженеры, имеют возможность как-то проявить свои знания, создать какие-то новые международные союзы, корпорации. Василий Николаевич, вы считаете, что задача политика все-таки решать проблемы какого-то одного отдельно взятого человека, который к вам пришел и обратился с своими проблемами, или глобальные проблемы страны и выше? Это очень хороший вопрос, и я на него отвечу. Это все зависит от темы, которой ты занимаешься. Я считаю, что в политике вот это конкретное должно господствовать. Ну что приходит сюда человек, он просит решить вопрос о квартире или выделении земельного участка. Я ему начинаю говорить о том, что есть право частной собственности на землю, у нас хорошая нормативная база, есть органы власти и так далее. Я ему жму руку, и он уходит. Он скажет: зачем я потратил время, я к этому Лихачеву больше не приду. Другое дело, если я звоню главе администрации и говорю: вот есть такое заявление, есть возможность в рамках закона это решить, пожалуйста, помогите. И они помогают. Все можно критиковать. Все можно критиковать. Но покажите конкретную работу. Я знаю, что на заседании Меджлиса также критиковали меня, критиковали моих заместителей, что вот мы здесь принимали человека, которого с большим трудом нам удалось в рамках гуманитарной инициативы, которая идет по моей инициативе в рамках Совета Федерации, вытащить этого живого человека, вернуть матери и сына. Так нас за это критиковали. Почему? А критиковали, что вот была политика, когда отправляли российских солдат в Чечню. Во-первых, не мы отправляли. Более того, Государственный совет Татарстана предложил, и она была принята поправку в закон об обороне. Мы тоже внесли свой вклад. И постоянно, вы знаете, на сессиях Государственного совета этот вопрос поднимался, мы его будировали, обсуждали, в том числе и с журналистами. А люди, в том числе из Меджлиса, из национальных движений, которые сегодня очень много говорят, призывают к великой правде, к великой справедливости, но пусть они сделают конкретный шаг. Вот я могу сказать сегодня, что действительно благодаря нашим усилиям уже 10 человек освобождены. Удалось без всяких денег, без всяких этих финансовых операций еще одного парня вытащить из Пермской области. Вы неоднократно говорили, что политика – это дело, опровергали афоризм о том, что политика – это грязное дело. Неоднократно. Да. Сейчас вы тоже так считаете? Да. Люди разные. Что такое политика? Это, в принципе, кодекс поведения, кодекс установления отношений между людьми, общественными организациями, структурами, государственными органами. Вот. Я об этом говорил и сознательно, потому что для меня важно, чтобы каждый политик, в том числе в Татарстане, обладал некой нравственной доминантой. Я и книгу свою назвал «На стезе права и справедливости». Сегодня крайне важно. В чем это может проявляться? Совершенно очевидно, что некие определенные силы, круги и в России, и за рубежом хотят нам навязать такую экономическую модель, которая бы достаточно близко подходила к дикой капитализации. То есть такую модель экономических отношений, которая бы привела к быстрой поляризации населения, а мы это видим, происходит, что в рамках той атмосферы, которую эта система создает, создавалась возможность для стяжательства, для коррумпированности, для разрушения национальных ценностей, культуры. И вы со мной, наверное, согласитесь, что
к сожалению, не каждый политик, в том числе занимающий очень большой пост, подходя, может быть, формально, правильно с точки зрения права, с точки зрения нравственности, не всегда дает адекватную оценку этим процессам и своим действиям. Вера, она должна быть прежде всего внутри. Но если политик занимается только само собой, самолюбованием, если он забывает о том, что он обязан думать ежечасно, ежеминутно, ежедневно о людях, о населении, не о толпе, как некоторые говорят. Если эти люди толпа, то ты же тоже оттуда, то кто ты? Это яркий пример того, что у нас много еще в государственном аппарате безнравственных шагов и безнравственных решений. Предположим, что вам оставили наследство, очень большое наследство, с условием, что вы перестанете заниматься политической деятельностью. Что вы предпримете? Я очень плохой специалист в финансовых вопросах, честно скажу. Вот. Скорее, что это наследство я бы распределил, потому что очень много родных. Если я скажу вам откровенно, не знаю, как люди отнесутся, но мне сегодня приходится на одну зарплату помогать маме, которая в Нижнем Новгороде, помогать племяннице, которая родила мальчика, и муж, который заработную плату уже 3 или 4 месяца не получает. Мне приходится помогать родственникам здесь жены. И, скорее всего, если это была бы достаточно приличная сумма, можно было подумать о создании какого-то фонда. Сегодня люди, которые стали очень богатыми, супербогатыми, которые стали уже миллионерами не в российских рублях, а в долларах, должны помнить, что не общество, а они обществу должны. И если они не окажут эту помощь обществу, если не создадут или не помогут создать средний класс, то мы всегда будем находиться в предреволюционной ситуации. Вы сейчас сказали о том, что как бы вы распорядились этой суммой, но наследство вы только при условии того получите, что оставите политическую деятельность. Я бы не хотел уходить от политической деятельности, а точнее научно-политической деятельности. Потому что я до сих пор считаю, что я не чистый такой политик, который пришел в эти кабинеты решать исключительно прагматично политические какие-то вопросы, проблемы. Моя задача, я, наверное, когда-нибудь напишу в своей новой книге, как знания, полученные в Казанском университете, какой-то определенный опыт применить во благо этой республики, этого региона. Возьмем абстрактную ситуацию, скажем. Что вас вынудит уйти из политики? Какое обстоятельство? Какая ситуация? Когда меня предадут, когда мне скажут, что все, ты нам больше не нужен, и когда, может быть, будет интересная работа, скажем, продолжение той же научной деятельности. Я ведь до сих пор и размышляю, и говорю, и пишу на эту тему, на свои международное право, как было. Моей первой любовью так и остается до сих пор. От работы перейдем к году. Да, пора уже. В какой компании вы любите отдыхать? В компании каких людей? В компании очень близких родственников и близких друзей, с которыми мы идем по жизни уже третий десяток. Это сколько примерно человек насчитывает компания? Она небольшая. Большая-небольшая, это где-то около 10 человек, но компания расширяется за счет детей. И последний раз мы Новый год встречали, идут к нам. И откровенно скажу, я этому очень рад. Каждый раз перед Новым годом какая-то негласная договоренность, что все 31 числа или 30-го они ждут мой звонок и приглашение. И все приходят с детьми, со старшим поколением. И в результате у нас в этом году в квартире было где-то 23-27 человек. Предположим, что вам выдался свободный день. Совершенно неожиданно, случайно. Чем бы вы его заняли? Наверное, я бы увез своих дочерей, свою жену на природу. У меня есть небольшой дом, который я строил 7 лет. 7 лет. Это коттедж? Это коттедж, да. Там 4 комнаты. Это вполне достаточно для нашей семьи, для наших родственников. Это и хорошее место, и хороший воздух. Есть возможность приложить руки к земле. Но не получается, хотя недалеко от Казани, но не получается. Девочки учатся, жена работает, поэтому основное время мы проводим в Казани. Вы довольно много ездите, довольно часто бываете на колесах. Вот вы не потеряли чувство дома? Нет. Нет. Что для вас дом?
Дом, где ты можешь быть самим собой. А если говорить о деталях, то буквально накануне моего приезда мы созванимся, жена спрашивает, что тебе приготовить. Это, как правило, мясо, хороший кусок мяса или рыба красная, и гороховый или борщ. В вашем доме есть какая-то вещь, самая ненужная? Здесь я консерватор, я очень тяжело расстаюсь и с друзьями, и очень тяжело связи теряю, и тем более с вещами. Я бы сказал, что наоборот накапливается количество тех вещей, которые мне приятны, которые идут из студенческой жизни. Например, хранится мой диплом, который тогдашняя ВАК, в 70-м не ВАК, а аттестационная комиссия факультета рекомендовала для защиты в качестве кандидатской диссертации. Это было приятно. Но как от таких вещей избавиться? Кухню какой страны вы предпочитаете? Я не хочу обижать ни одну страну, потому что изюминки своей национальной кухни есть везде. Есть везде. И когда я оказываюсь в компании, когда начинают говорить, вы знаете, испанское красное лучше, чем французское, чем бургундское или еще что-то, или шабли французское лучше, чем мозельское германское, я не участвую в этих. Потому что я не хочу обижать. И вино, и так же как кухня, она под настроение. Она под настроение. Кто покупает вам одежду? Одежду я покупаю сам, и могу сказать, и пожелать нашим мужчинам, казанским и татарстанам, чтобы они испытывали то удовольствие, которое я испытываю, покупая одежду и своей жене, и своим дочерям. А как размер вы определяете? Ну, я же член семьи. Если бы я был вне семьи, я бы не знал размеров. Но я живу в семье, значит, я знаю эти размеры. А какой цвет в одежде вы предпочитаете, любимый? Классические тона. Серый, черный. Безусловно, это связано и с многочисленными международными встречами, но иногда и хочется так нечто как-то блеснуть. Какая была ваша последняя покупка в магазине? Последняя покупка – это ботинки. Это ботинки. В Москве я их купил. Кто в вашей семье распоряжается финансами? Все-таки бюджетом семейным? У нас нет жесткого такого распределения. Если нужны какие-то суммы, дочери обращаются ко мне, они имеют карманные расходы, но и полностью зарплата жены принадлежит ей. Скажем, если женщина обладает знаниями о политике, это увеличивает ее шансы понравиться вам? Не думаю. Мне интересна женщина, которая является, прежде всего, способна выразить свое женское начало. Роберт Рождественский писал: «Красивая женщина – это профессия, остальные – любительство». Речь идет не о той профессии, вы понимаете, о чем я говорю, о древнейшей. А речь идет действительно о том, чтобы женщина с большой буквы себя проявляла. И я противник того, чтобы женщина была совершеннейшим универсалом. Но не нужно это. Не потому, что это связано с каким-то актом дискриминации, а я просто считаю, что нормальный человек должен быть силен в одном. Должен силен быть в одном. Что касается женщины, то это способность вводить всех, в том числе и нас, мужчин, взрослых, детей, в мир. Прежде всего, в мир чувств. Я смотрю на своих дочерей, они прекрасно воспитаны, извините за нескромность, так, но я чувствую, что я где-то и жестко с ними вел, может, как-то по-другому. Другое дело, когда они поговорят с мамой, что-то получают от нее, какие-то новые импульсы. И мне кажется, что женщина все равно останется той самой областью терра инкогнита. Наверное, и нужно, чтобы она оставалась. Василий Николаевич, напрашивается параллель, когда вы стали говорить о дочерях. У Бориса Николаевича Ельцина 2 дочери, тоже 2 дочери. И у вас, как вы бы отнеслись, если бы ваши дочери стали заниматься политикой, как дочь Ельцина, скажем? Я бы отнесся нормально. Я бы отнесся нормально, потому что она уже получила вот это движение или толчок от меня в сторону, сказать, раскрытия женского своего потенциала. Теперь уже начинается самое движение. Но, к счастью или не к счастью, и сегодня вопросы политики не очень интересуют. Поживем, немножко увидим.
Тем более, что младшая, она заканчивает 9 класс, Рената, и вдруг заявила недавно, что она так же, как старшая сестра, пойдет на юридический факультет. Вы можете представить себе, если 2 юриста, 3 мнения, но когда в семье 4 юриста, из них 3 женщины, сколько мнений будет? Кстати, вы советуетесь с женой, когда нужно принять какое-то политическое решение к каким-то политическим вопросам? Я не люблю такой вопрос. Откровенно скажу, чтобы вы меня не обижались. Я считаю, что есть круг государственных и прочих обязанностей, где полная ответственность лежит на мне. Я бы сказал так, мне ее мнение интересно, ну, в качестве фона или в качестве некого средней точки зрения, которая присутствует в обществе. Но с учетом того, что она обладает хорошей юридической подготовкой, юридический факультет, практически юрист, работает в республиканской прокуратуре. И интересно ее и выслушать вот с этой точки зрения, правоприменительной, правотворческой. Но у моей жены очень часто эмоциональное перехлестывает рациональное. А как вы понимаете, политик должен действовать наоборот. Потому что качественной, эффективной, такой гибкой и чистой политической продукции можно только применять, если на финише ты руководствуешься рациональным подходом. А есть ли у вас какой-то талисман, который вы возите с собой и который вас хранит? Нет такого? Нет. Вы не суеверный человек вообще? Нет. Нет. Может быть, завести после ваших слов? Это вообще надо поинтересоваться, а мои замы имеют такой талисман или не имеют? По крайней мере, вы в это верите, что это может приносить удачу? Я думаю, что все зависит от самонастроения человека, от его готовности решать ту или иную проблему, от честности в оценке своей ситуации. Вот. Ссылаться на кошку, которая перешла дорогу, или ссылаться на то, что жена не положила соли в суп, который ты кушал перед принятием решения, я думаю, что это смешно. Вы когда-нибудь пытались, не знаю, гадать, составлять гороскоп свой личный? Я обратил внимание, что последние значит, месяцы, как-то годы, я стал читать этот прогноз астрологический. Даже удивительно. Совпадает? И стало совпадать. Допустим, вам дали бы полный карт-бланш, то есть свободу действий, неограниченную. Что бы вы тогда предприняли? Знаете, поскольку я человек ответственный, наверное, я могу пойти на такой вариант. Самое страшное, когда такую возможность получают люди или больные, или люди недалекие. Но я пошел бы на этот вариант с людьми, которые меня понимают, на которых можно надеяться. Потому что человеческая судьба, она может быть самоценна только с точки зрения самого человека. Там есть и свои плюсы, минусы, тревоги, боли, радость. Но я привык в такого рода больших политических мероприятиях или проектах все-таки участвовать в коллективе. Ну и коллектив с какой-то поддержкой. А если говорить вообще абстрактно, то, наверное, бы я все возможности, которые предоставляются этой ситуации, направил бы на создание такого микроклимата в нашем обществе, когда бы не было йоты возможности унизить человека. И наоборот, чтобы этот человек почувствовал свою силу, почувствовал свой потенциал, и каждый мог бы сказать: я нужен на этой земле, я нужен этим людям.